В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Транспортная прокуратура Республики Абхазия ведет следствие по факту крушения легкого одномоторного самолета и гибели 3 граждан России, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. 27 июля вблизи моста через реку Бзып на 8-м километре автодороги Гагра-Пицунда потерпел крушение легкий одномоторный самолет «Амфибия-23М», принадлежащий частному лицу, гражданину Российской Федерации, находящийся в аренде у Александра Семенова. Самолет осуществлял полет на территории Республики Абхазия, имея все необходимые разрешительные документы. В результате крушения погиб сам пилот и 2 пассажира: Андрей Уколов, 1987 года рождения, и его дочь Екатерина Дардыкина, 2011 года рождения. Специалисты выясняют причины падения самолета. Их, по предварительным данным, всего 2 – человеческий фактор или отказ техники. Такое мнение, в частности, высказал в интервью журналистам директор международного аэропорта имени Ардзинба Вячеслав Эшба. Специалисты не исключают также и метеорологический фактор. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимов провел совещание по вопросу падения российского одномоторного самолета в Пицунде 27 июля. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Наала Авицба. Глава государства дал поручение участникам совещания предпринять все необходимые действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего и недопущение подобных происшествий в дальнейшем. И до завершения данных мероприятий приостановить полеты сверхлегких летательных аппаратов. В совещании приняли участие премьер-министр Беслан Барцец, министр по курортам и туризму Автандил Гардский, начальник государственного управления по транспорту Рабистан Габлия, директор международного аэропорта Сухум Вячеслав Эшба, начальник линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Руслан Сангулия, транспортный прокурор республики Олег Жиба. Сегодня же Рауль Хаджимов встретился с делегацией неправительственной организации Йордании Кубан, находящейся в эти дни в Абхазии. Как отметил глава государства, связи между жителями Абхазии и диаспорой должны развиваться. Руководитель неправительственной организации Йордании Кубан Бесель Хаджтас поблагодарил президента за теплый прием и рассказал главе государства об уже состоявшихся встречах с представителями государственных органов Абхазии, на которых обсуждались вопросы развития государства, укрепления связей с диаспорой за рубежом. На встрече также присутствовал директор телерадиокомпании НАРТ ТВ Саид Базока. Рауль Хаджимов отметил, что НАРТ ТВ работает на то, чтобы доносить информацию о республиках Кавказа репатриантам, живущим в других странах. Президент подчеркнул, что это важное дело, помогающее объединению народа. Глава государства отметил, что Республика Абхазия готова оказывать поддержку в реализации планов НПО «Кубан» по организации эфиров на абхазском языке. Прошел год со дня введения казначейской системы Абхазии, но уже сегодня специалисты говорят о ее эффективности. Возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств в текущем режиме – главное отличие казначейской системы от банковской. Не более года, что мы работаем, накопили очень большой опыт, достигли больших успехов. Естественно, в момент перехода возникали какие-то небольшие сложности, связанные вот именно с переходными моментами. На данном этапе нашей работы большинство проблем в принципе решено. В целом могу оценить работу нашего коллектива как очень хорошую, плодотворную. У нас впереди еще много, я думаю, больших дел, и я думаю, без проблем решим все наши задачи. О казначейской системе Абхазии пойдет речь в субботней программе «События недели». Гость программы – заместитель министра финансов, руководитель управления казначейства Абхазии Джансух Нанба. Парламент Народное собрание Абхазии с августа уходит в отпуск. Об итогах работы за прошедшие 4 месяца шла речь на пресс-конференции, которую провели сегодня некоторые депутаты парламента. Репортаж Налы Ковы. На пресс-конференции народные избранники отметили, что весенняя сессия парламента во многом носила ознакомительный характер. И по ряду вопросов у депутатов мнения разошлись. Несмотря на это, весеннюю сессию можно вполне назвать плодотворной, считают они. Сформировалась не одна комиссия по резонансным преступлениям и рядом других вопросов, волнующих наше общество. Плодотворная работа, я думаю, что начнется с сентября месяца. Уже будем работать по
По фактам, по тем или иным фактам будем работать. Много информации собрано, много запросов послано. Отвечая на вопрос журналистов по поводу создания оппозиционной фракции, Бжани отметил, что торопить события ни к чему и, скорее всего, будет создана депутатская группа. Мы не будем создавать фракцию, скорее всего, это будет депутатская группа с тем, чтобы не было в этой группе явно обозначенного какого-то лидера. Ну, как бы так, скажем, это будет в большей степени похоже на сообщество по интересам. У нас есть по принципиальным вопросам у всех депутатов, которые присутствуют здесь, и еще определенное количество, одинаковое схожее видение.